Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Туркменабадское музучилище возглавил новый директор. Хорошая новость. После публикации Туркмен Ньюс о школе искусств Либабского вилаята чиновники засуетились, а антигерой статьи не стал директором. Плохая же новость в том, что вместо него школу возглавил взяточник не хуже, который начал работу с угроз подчиненным. В начале октября Туркмен Ньюс рассказал о том, как школе искусств Либабского вилаята, музыкальному училищу, не везет с руководством. В прошлом директором был Бяшим Бердыев, который установил настолько жесткие порядки, что учебное заведение сравнивали с тюрьмой Абды-Шукур. На короткое время Бердыева сменил порядочные и человечный веп Абабеков, но МНБ с подачи завистников вынудила его уйти. Один из них сам рассчитывал занять директорское кресло и уже начал строить преподавателей. Однако после выхода материала Туркмен Ньюс и в том числе видеоролика на YouTube, нерадивый кандидат в директора присмирел и перестал донимать остальной коллектив. Тем не менее, когда стало известно, кто же станет новым директором музучилища, то обрадовались не его сотрудники, а их коллеги в музыкальной школе номер 2 города Туркменабада. Именно оттуда перевели Сердара Хакыева. Во второй музыкальной школе, вздохнувшей с облегчением после его ухода, Хакыев также был директором. Еще раньше он был дирижером в музыкальной школе номер 1 Туркменабада. Школу искусств Хакыев возглавил 26 октября. С собой новый руководитель принес не столько обширный опыт, сколько темную репутацию и пугающие порядки. Первое же совещание с коллективом, которое новый директор провел спустя 4 дня после своего назначения, он начал с угроз. Источник рассказал: человек неграмотный, 2 слов связать не может, каждое второе его выражение «я приму меры». Такое ощущение, что он абсолютно не умеет разговаривать с людьми и зол на весь мир. Вероятно, Хакыев запугивает новых коллег, потому что боится сам. Еще бы, появились новости, что ашхабадские чиновники проверят каждое учебное заведение в сфере культуры, каждого преподавателя в Либабском вилаяте. И в отношении дисциплинарных проступков сотрудников, в том числе и администраторов, возможно, последуют меры. Только школе искусств не принесут пользы нагоняи за каждое минутное опоздание или шаг в сторону не по струнке. Скорее всего, это убьет творческий дух окончательно. Куда больше поможет обратить внимание на проблемы, которыми известен сам Хакыев. А это опять же взяточничество, которое накладывается на алкогольную зависимость, привычку разрушительную и постоянно требующую денег. Измывательство над подчиненными и учениками – еще один пункт проверить, и он важнее посещаемости. И финальный аккорд – возможные домогательства по отношению к ученицам первой музыкальной школы. Туркмен Ньюс не имеет возможности проверить эти сообщения, однако считает важным ими поделиться и предложить их проверить компетентным органам, ведь если для подобных слухов есть основания, то Хакыеву нельзя работать с детьми. Недавно Туркмен Ньюс рассказывал, что в Туркменистане патологически не хватает подходящих кадров на ответственные должности, в том числе на должность директора в учреждениях образования и культуры. Но поставить туда человека без высшего образования – полбеды. Гораздо опаснее, когда с детьми работают деспоты, а культуру развивают интриганы. Суета чиновников и проверки – это хорошо. Главное, чтобы эти проверки затронули действительно важные вещи и сами не завершились очередными поборами. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.